В Европе проходили какие-то волнения, допустим, в Испании или в других европейских? После того, как наших узников совести заключили под стражу, были проведены митинги. То есть это 2019 Это год, уже да? 2019 год. Да. Вы говорите про мартовские события. Да. А так, в основном, большинство диаспор публично высказали свое мнение по данному соглашению. Вы принимали участие в этих акциях в Европе? Я принимал участие, насколько я мог, насколько это было возможно, то есть информационно мы также сделали от себя заявление, что не согласны. Вы официально выразили позицию, правильно? Да, Что мы не согласны? официально выразили свою позицию. Скажите, пожалуйста, вы знаете, в чем обвиняются подсудимые? Ну, я примерно знаю, это экстремистское сообщество или лидер из экстремистского сообщества. Да, еще организация применения насилия в отношении представителей власти по известным событиям 27 марта. Я не знаю, какой, например, экстремист из работника Красного Креста, я его не представляю, или из поэта. Скажите, пожалуйста, вот, отношение общественности, которая проживает в Европе, ну, возьмем Испанию, вы же, наверное, не только в Испании общаетесь, наверное, с ингушами, что говорят? Какое мнение? Но мнение однозначное у большинства, скажем так, 95-99%, что эти люди ни в чем не виноваты. Это во-первых. Во-вторых, я знаю тысячи людей, которые сегодня готовы прийти сюда, сесть здесь. И я один из этих тысяч людей. Вместо них мы готовы сесть, потому что мы абсолютно уверены в их безвинности. Я считаю, что этих людей здесь неправильно держат, потому что они, для меня лично, они не лидеры. Ни для одного ингуша они не лидеры. Они могут быть лидеры в Красном Кресте, могут быть лидеры в молодежной какой-то организации или в музее. Но для меня лично, когда дело касается моей родины, то мне не нужны лидеры, я сам себе лидер. То есть каждый у нас на генном и подсознании, на генном уровне, он уже знает, что он лидер и что он должен туда идти. Выспавшийся он, голодный он, холодно там, дождь там, неважно. Понятно, вы не в курсе, вы не знаете. Я не знаю. Так это самый маленький субъект, где самая большая концентрация, плотность населения, оттуда берут, передают куда-то. Нам самим жить негде, нам ходить негде. Всю республику можно за 40 минут объехать, вдоль и поперек. Конечно, это возмущает. У нас проблема, нерешенная проблема на Западе стоит. Чтобы передать эту территорию западную нашим западным соседям Северной Осетии. Нас выслали в 1944 году, и 13 лет мы были экстремистами. А сейчас кому-то понадобилась опять наша территория, мы опять становимся экстремистами. Тогда не они экстремисты, мы все экстремисты. Все почти миллион ингушей, которые живут на белом свете, мы все экстремисты.